Не менее удручающую картину можно увидеть и в Сунже. У местных предпринимателей, по всей видимости, такая логика. Зачем выкапывать канализационную яму, если все нечистоты можно выливать в реку? В целях борьбы с нарушителями экочистоты в очередной рейд вышли сотрудники Комитета по экологии и природным ресурсам республики. О ходе проверки состояния реки Сунжа и ликвидации нарушений расскажет Индира Манкеева. По итогам прошлого рейда, который прошел 2 недели назад, представители Комэкологии вынесли владельцу этой забегаловки предупреждение и дали 10 дней на то, чтобы он убрал трубу, выходящую в реку Сунжа. Сегодня мы видим, что ничего не изменилось. Канализация все так же продолжает стекать в реку, а хозяин закусочной так и не появился. В итоге специальная техника выкапывает трубу. Нарушение не устранено фактически. В связи с этим мы спецтехникой на сегодняшний день принудительно устраняем это нарушение и демонтируем трубу. Также такую же работу мы проведем по всем источникам загрязнения водного объекта по реке Сунжа, который мы выявили ранее. К этой проблеме присоединилось и гражданское общество республики. Вопрос актуальный, и к его решению нужно подойти со всей ответственностью. Такими кощунственными методами люди сами губят природу. Если раньше здесь играли дети, то сегодня невыносимый запах не подпускает к реке никого. Мы должны понимать одно. Если человек думает, кто это занимается, обманет он кого-то, либо он обманывает себя. Вот эти все нечистоты тут, значит, купаются наши дети, пасется наш домашний скот, рыбы, портит растения. Это все возвращается к нам на стол. Проблема ликвидирована вместе с трубой, а за свою халатность владельцу кафе все же придется ответить. Следующим пунктом посещения участников стал центральный рынок города Сунжа. В Комитет экологии поступила жалоба, что канализационные стоки еще от одного общественного заведения стекают в реку. Проверить это оказалось чуть сложнее, так как территория ограждена, а сами работники утверждают, что у экологов неверная информация. Скажи, пожалуйста, неделю назад 2 машины. Они говорят, тебе труба, говорю, нет, они там выкажут. Откуда эта машина заезжает? Как она? Вот так она заезжает. Буквально неделя, по-моему, 3-4 дня назад 2 машины она выкатила. В ходе рейда также под подозрение попала и аптека, располагающаяся неподалеку. Сотрудники Комэкологии решили спуститься к реке, чтобы проверить, но им так и не удалось выяснить, откуда проложены эти трубы. Всю работу Комитет по экологии проводит совместно с местной администрацией, ведь именно глава города должен держать на контроле, как выполняются предписания надзорного органа. На сегодняшний день основная задача участников рейда – выявить владельцев участков, на которых допущены такие грубые нарушения закона об охране окружающей среды, и наказать в соответствии с законодательством. Индира Манкеева, Мербек Мержоев, Новости 24.